2020 году поднялась эта тема. Уже начали говорить об этом с трибун международных организаций. И на сегодняшний день та волна феминизма, которая защищает права женщин, она говорит о том, что надо защищать именно физическое состояние женщины. То есть феминизм, он не будет лезть в ваши социальные сети и смотреть, какие вкладки у вас сохранены. Феминизм не лезет кому-то там в постель, не диктует о том, кому как жить. Феминизм на сегодня, он настроен на то, чтобы оградить женщину от физического насилия, как в семье, так, в принципе, и на работе, от приставаний всякие, да, харассмента. Это просто элементарно свободно передвигаться ночью, не боясь быть жертвой насильственных каких-то действий. И поэтому вот тема, которая сейчас поднимается, если мы так посмотрим по тем регионам, которые вы представили в виде клипов, то есть это Казахстан, где это было салтанат, да, очень серьезное уголовное дело. Да. И вот на основе этой ситуации был принят закон о салтанат, который уже в Казахстане велась защита права женщин на законодательном уровне. На сегодняшний день в России отсутствует какая-либо база по защите женщин от домашнего насилия. То есть это, по-моему, вторая страна в Европе, скажем так, где отсутствует законодательство о противодействии, противоборству домашнему насилию, абьюзу.